Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Добрый вечер. Мы из Украины. Вот. Решил выйти на связь. Хотя связь у меня, видимо, барахлит. Плохая, похоже. Помолодел? В своей среде, понимаешь? Поэтому, наверное, с братьями, с хорошими братьями, надежными братьями. Ва алейкум ассалам, алхамдулиллах. Ибрахим, Идрис, я сразу ждать, я шо, все, это. Дамир, Анзор, вы что, воюете, Анзор? Ну, я просто не отвечу на этот вопрос. Все нормально. Арёк тапи, арёк тап дикю. Дикнагю, иш хеллелер вайга, вот схайна. Ой, Димон, ну перестань, ну не надо, ну. Зачем тут заходить сюда и сразу ныть? Вот именно, Диана. Тебя уже девушка посылает туда. Так, ва алейкум ассалам, Саваш. Тут все нормально, алхамдулилlah, настроение хорошее. Безумный босс. Аллах резкую. Периодится, а что поехали. Давим русских оккупантов. Весь мир уже давит этих русских оккупантов. И алхамдулилlah, что люди в мире открыли глаза и открывают глаза, понимают, откуда исходит эта опасность. Кадыровцы — это петухинцы Путина. Вот кто они. Вот кто они. Я сейчас расскажу, просто людей жду. А потом расскажу. Ва алейкум ассалам. Массага, ва алейкум ассалам. Массобу сабтагода лалаш. Что скажете про речь Путина на параде? Ну, мы это ожидали, что ничего нового не будет. Он просто, видимо, запутался. Ну, как мы всегда уже всегда говорим, это крах Путина. Он залез туда, откуда сейчас он не вылезет. Это конец Путина. Так, надеюсь, что мне никто не будет писать тут. Так. Дейлер маршал Хыл. Бештов Исмаил, скажите, пожалуйста, Англия, Франция и США лучше, чем Россия? Ну, если ты хочешь услышать что-то не такое, как бы так, чтобы я на всех там бочку катил, не получится. Я скажу, что Россия убивает мой народ, чеченцев, моих братьев и сестер. И делала это всегда. Сегодня мое слово, мое дело, все это я направил против той России, которая убивала мой народ. Но, как ты знаешь, алхамдулилlah, мы мусульмане, мы любим всех мусульман, нашу умму.
молимся за них, делаем дуа. Я просто понял твой вопрос, почему ты задавал этот вопрос. Да, русские всегда говорят наоборот. Они говорили, что не будет войны в Украине, она есть. Ну да, они, русские, всегда говорили, и политики, и вообще сами русские говорили, вот, против украинцев нельзя воевать, мы не будем воевать, это наш братский, братский народ, мы славяне и так далее. Вот посмотрите, что происходит сейчас. В основном сегодня обстреливается Одесса. Вы, скорее всего, читали, что в результате этих обстрелов ракетами, там разные ракеты бьют по Одессе, убито очень много мирных жителей. Ну, то есть, где те слова, которые они говорили, русские, мол, братский народ. Вот сегодня они, получается, убивают братский народ. Братский народ. И все молчат. В России люди молчат, ничего не говорят, не выступают против войны Путина. Наоборот, много тех, которые поддерживают ее, эту войну. Ну, когда они очнутся, будет уже поздно. Будет уже поздно. Ламах, ну я понял, ты его испарил. Седана Дарова, Анзор, доктрина борьбы с Россией сложилась, думаешь, будут затягивать в Украине, чтобы ослабить ее как можно больше? Доктрина уже в мире сложилась, то есть все направлено против страны-агрессора. Вот сегодня вы читали тоже, что Сейм Литвы, то есть их парламент, заявил, что Россия это террористическое государство. А чеченцы об этом говорят очень давно. Мы уже давно пытаемся и пытались открыть миру глаза, говоря то же самое, что Кремль – это террор, это гнездо террора, это место, откуда исходит вот это зло, вот этот террор. Мы об этом давно говорили, а сейчас люди понимают, уже люди, страны, лидеры прямо об этом говорят, что Путин это военный преступник, что Россия это страна-агрессор, что это террористическая страна. Вот. Как сказал, вот на днях в Одессу ударили, там десятки мирных жителей одним ударом. А так тут убито очень много мирных жителей. И правильно делают, что заняли такую позицию, чтобы ослабить эту страну, Россию, чтобы она больше никогда не нападала ни на какие страны. Валейкум ассалам, брат. Достаточно ли смена Кадырова для возрождения Ичкерии? Знаешь, мы не к этому стремимся, брат. Мы стремимся к тому, чтобы Путин пал. Путин пал, чтобы его режим пал. Когда этот режим пойдет вот этот карточный домик, как ты назвал его, Кадырова. Вот, потому что все зависит от Путина. Это Путин ему дает денежку, разрешает все, вот именно все, чтобы он там не сделал, не натворил, это ему прощается, этому ушлепку. Так что падет Путин, не будет и того ушлепка. Происходит то, что освобождает от вас. Так хорошо, зачем выучил русский язык? Вы второе предложение неправильно написали, уважаемая Елена.
Русский язык я знаю очень хорошо, пишу, разговариваю, а также знаю другие языки. Тоже учил. В школе учился хорошо. Ну, не скажу на отлично, но хорошо учился. Вот. И в классе, даже помню, учительница русского языка мне так говорит: ну, знаешь, Анзор, ты сам не русский, но ты знаешь русский язык лучше, чем другие ученики. То есть мои одноклассники. Это русские, это белорусы, ну и другие. Так что я могу смело сказать, что, уважаемая Елена, я знаю ваш язык лучше, чем сами вы. Вот так вот. Дамир, как вы относитесь к январским событиям в Казахстане? И как вы отнеслись к вводу миротворцев в нашу страну? Ну, конечно, мы и всегда говорим, и раньше говорил, что мы беспокоились. У нас, ну, мы можем даже смело называть Казахстан нашей второй родиной, потому что мои отец и мать родились в Казахстане, когда Кремль насильственно выслал весь наш народ в Казахстан, в Среднюю Азию. Вот. И мы смело вот так говорим, что это наша вторая родина. И мы, у нас вот есть эти братские, дружеские отношения. И, конечно же, что бы там ни происходило, мы думаем, мы переживаем, и я уверен, что те люди, которые, чеченцы, которые там живут, они будут в трудную минуту, будут рады и готовы встать рядом с вами. И даже вот эти события, которые развернулись в Украине, я уверен, если Россия сможет, к примеру, оккупировать, захватить эту землю, эту страну, то Путин пойдет дальше. Он может пойти в Казахстан, натворить делов там тоже, и Балтику, например, может пойти, может развязать какую-то войну на Кавказе, к примеру, так. Но я уверен, что здесь этому шизофренику хребет поломают. Вот. Дальше он никуда не пойдет. И будет хорошо, если все мы поддержим эту борьбу, эту войну украинцев против российских оккупантов сегодня, чтобы не позволить этому шизофренику что-то еще натворить в этом мире. Александр Аксенов: боеспособность армии Российской Федерации выше или ниже, чем в первую чеченскую? Ну, во-первых, Александр, я бы хотел бы поправить, подкорректировать, сказать, что нет такого слова, определения, термина «первая чеченская». Это была первая, скажем, российско-чеченская. Потом Путин начал вторую российско-чеченскую войну. И сегодня, например, в Украине идет российско-украинская, скажем, русско-украинская война. Насчет боеспособности, насколько я вижу, насколько я понимаю и насколько мы видим все, ничего не изменилось. Ничего абсолютно не изменилось. Вот даже когда российские войска вторгались в Украину, ну, когда я видел вот эти колонны, военную технику, ну, ничего нового у них нету, ничего абсолютно нету. Вся та же самая старая советская техника 60-х, 70-х, 80-х годов, ну, абсолютно ничего нового. Вот. Так что даже и тактика та же самая, которая применялась у нас против чеченского народа. То же самое они и здесь это делают. Ньюс Чараи. Валикум салам, брат. Всем добрый вечер. Добрый вечер.
Анзор, что в дальнейшем, какие цели и задачи? Ты там в качестве журналиста или же блогера, как вообще там изнутри обстановка? Здесь, алхамдулилlah, Всевышнему все хорошо. Я приехал сюда как Анзор Масхадов, как гражданин своей республики. Не как журналист, не как блогер и так далее и тому подобное. Да, у меня деятельность в разных направлениях, информационно, политически и так далее и тому подобное. То есть я хочу сделать все, что я могу сделать и смогу сделать. Вот так. Как-то так. Ламанхо, тут изображение отстает или как? Или это у меня тут? Александр Аксенов, так. А как относится в современной Чечне к войне в Украине? Ну, Россия и российская пропаганда пытается создать такую картину, якобы чеченцы поддерживают войну против украинцев. Нет, это не так. Не так. И не должно быть так. И не будет так. Чеченский народ не поддерживает войну России против Украины. Украина – это наша вот, дружественная страна, скажем так. И поэтому здесь много чеченцев, которые воюют против российских оккупантов. Чеченский народ не поддерживает эту войну. Да, они могут крутить это на своих каналах, там, представить это так, потому что сегодня у нас в республике действительно тяжелая ситуация. То есть они применяют такие фашистские методы по отношению к нашему народу. Если человек высказывает свое мнение, то за это могут убить брата, сестру, мать, могут всех сразу убить даже, вот, или пытать. И сейчас они делают такие шаги, вот эти марионетка Путина, холоп Путина, Кадыров, отправляет сюда, в Украину, насильственным образом вот давит на этих родственников и отправляет вот молодых ребят воевать против Украины. Вот к чему они дошли. Так, националист из Тернополя. Добрый вечер. Альпер Хошкелдениз из Турции, пишет брат. Добрый вечер, бакинец. Я читаю ваши комментарии. Владимир, я читаю ваш вопрос. У меня вопрос чуть-чуть радикальный. Почему после Первой Чеченской войны опять началась радикализация Ичкерии, терроризм, ваххабиты? Без презрения задаю вопрос, а со стороны интереса истории. Я еще раз подкорректирую, не Чеченской войны, а российско-чеченской войны. Так вот, насчет терроризма. Ну, это очередной ярлык
российских спецслужб, российской пропаганды. Да, нас представляли всему миру в качестве террористов. Но сейчас, сегодня понимают, что мы вели национально-освободительную войну. Мы воевали против российских оккупантов. Потом было много провокаторов, вот, спецслужбистов из разных стран, которые вот, сделали все, чтобы разделить нас изнутри. Ну, это касается, к примеру, в религии. Вот, в религии. И, ну, я даже скажу, например, похищение, да, вот вы, наверное, это имеете в виду, что резали головы, похищали людей, да, это же было, мы это не отрицаем, но мы еще говорим, даже с фактами, называя имена, кто похищал этих людей, кто убивал этих людей. Ответ такой: те люди, которые стояли за этими преступлениями, они сегодня стоят возле Кадырова, свободно живут в Москве, некоторые убиты. Был такой случай даже, помните, 96-й год, декабрь, когда убили сотрудников Международного Красного Креста. И даже вот обвинили Хаттаба и нашу сторону. Но потом наше руководство доказало фактами, предъявляло эти факты. И мы доказали вот такое, что за этим преступлением стояли российские спецслужбы, а исполнители были Адам Дениев и его шайка. Вот. Этот Адам Дениев был убит, я не помню сейчас, 2000 год, кажется, примерно так, в городе Шали. То есть это все было сделано, раскручено для того, чтобы очернить нас во всем и начать вторую российско-чеченскую войну, чтобы привести абсолютно незнакомого для общества человека, ну, в качестве президента России. Это я так, ну, это долгая, длинная тема, поэтому я так сжато, коротко рассказал. Филипп Киркоров. Я помню твоего брата, тогда мне было 8 лет. Нет, у меня брата не было, нету. У меня лишь сестра, нас двое в семье. Может, ты про двоюродного брата, скорее всего. Ламанху, у меня изображение тут не отстает, просто я беспокоюсь. Дон Цезарь, рабочий инструмент, да? Да, действительно, надежный, главное надежный подарочек. Националист из Тернополя, Анзор, як вам Украина? Супер, супер. Я всегда уважал украинцев, любил этот народ, вашу историю. И это тоже одна из причин, почему сейчас я нахожусь в Украине. Дамир, согласны ли вы, куда ступает нога американских солдат, то там разруха, голод и война? Эх,
Об этом можно долго говорить. Знаешь, что меня беспокоит сейчас? Меня беспокоит то животное, вот это чудовище, Кремль, который угнетал, убивал мой народ. Это самое опасное чудовище в мире. И мой личный враг, как враг чеченского народа, это Кремль. И все, что плохо будет Кремлю, я буду стараться это делать. И буду помогать всем, кто будет делать это. То есть, если человек будет воевать против России, то я его буду поддерживать. А за весь остальной мир я буду, иншаллах, делать дуа. Все в норме? Что означает раздача паспортов Закаевым? Ну, вот, во-первых, эти паспорта недействительны. Если открыть последнюю страницу, там видно, там написано, что они недействительны. Вот. Вернемся в Ичкерию, будет деоккупация, будет власть, правительство. Вот тогда мы будем раздавать действительные паспорты. Кстати, я ношу свой. Анзор цахуш и тигаляч исламан мутула исламан шитуешер. Почему я? Что-то я его не нахожу. Цена Ислам! Не на связи. Так, Алеппо, да, можно и погромче. Сейчас. Байсангур Бинойский, валикум ассалам. Анзор, возле тебя это твой охранник или это молоток? Аллах, это это самый надежный охранник. Холден, Анзор, будете ли вы брать в плен кадыровцев? Похоже, ислам, да, на позицию, на дежурство пошел. У нас тут дежурство, да. Меняемся. Так, приветствую, Анзор, добрый вечер из Украины. Благодарю за приезд в Украину, это очень важно для нас. Что нам, украинцам, нужно делать в поддержку чеченских добровольческих батальонов? Я вчера в своем эфире говорил, что наши добровольцы, то есть из числа чеченских батальонов, им не оказывается помощь никакая. Я имею в виду со стороны властей или там военных. Просто, наверное, попрошу тех, чтобы кто мог, оказывал помощь чеченским воинам здесь. Ну, разная помощь, вы знаете, какая помощь может быть нужна в такой ситуации. И, конечно же, ваше понимание реальности, что чеченцы поддерживают вас,
что чеченцы готовы стоять рядом с вами, готовы стоять до конца, быть, я не хочу так говорить, союзники, нет, больше, чем союзники. Вот. Как говорится, по воле Всевышнего отстоим эту борьбу, эту битву, обязательно выстоим, обязательно победим. Я уверен в этом. И уже дальше мир будет строиться совсем по-другому, не так, как хочет это Россия. Валикум салам бекханбек. Ты что-нибудь знаешь о Мусе Насагаеве? Он еще в Первую войну пел такую песню: «Аллею градом завалило, когда-то здесь гуляли мы, дома Россия разбомбила, а нас зовут боевики». Я помню эту песню еще с Первой российско-чеченской войны. Ну, насколько я знаю, Муса Насагаев, его нет живых. Это то, что я знаю. Пусть Аллах примет его, простит его грехи. Это то, что я слышал. Так, я его знал еще с Первой российско-чеченской войны. И не поддерживаю войну в Украине часто. Ичкерия Лайф. Ну, тут я переведу. Эх, говорит, если бы то, что вот это то, что у тебя сзади стоит, если бы у нас такие были, то есть во время войны, имеется в виду, то мы им показали, дали бы жару. Ну да, я еще раз повторюсь, что мы вели войну, войны, 2 войны, таким образом. У нас не было вооружения, у нас не было какой-либо подпитки, помощи, не только даже вооружения, даже словесно. Кто-то там сюсюкался с этой Россией, вот, боялся потерять отношения с Россией, я имею в виду большие страны, хотя могли четко вот так выступить против России. И таким образом, с позволения этих стран, Россия убила более 300 тысяч мирных жителей. Ну, мы воевали с одним автоматом или пулеметом Калашникова, РПГ. Это все старое оружие. Старое оружие. Ну что, турсы были тоже старые. Затем, что если даже находили не разорвавшиеся бомбы, снаряды, то из них изготавливали мины и подрывали российскую технику. Ну, представьте себе, прилетает снаряд, он ударяется, но не взрывается. И под большим риском приходилось вытаскивать из земли этот снаряд, сверлить его, ставить туда детонатор, вот, и взрывать российские танки. То есть с большим риском. Вот так велась российско-чеченская война. Сейчас в Украине, да, дают вот такие инструменты по наказанию орков. Они
они показали себя в бою, и я рад, что по сегодняшний день поступает такое вооружение, помогают Украине и будут помогать. В последнее время дают еще лучше вооружение, там уже гаубицы приехали сюда, гаубицы, самолеты, вот, и так далее. Так что вот так. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Насчет Адама Дениева, да, он, да, в 2000 да, году был убит. Так. Баюржан, или как это читается, ну, брат, Анзор, брат, призови всех мусульман постсоветского союза, весь Кавказ, всю Центральную Азию, Сирию, чтобы отомстить русским фашистам. Мы, казахи, тебя уважаем, особенно твоего отца. Благодарю, брат. Я тоже уважаю вас, отношусь к вам по-братски, как к своим братьям. Ну, я всегда и говорю, что мы, ладно, когда-то не поддержали нашу войну против России, там, или там не поддержали Грузию когда-то, но хотя бы сегодня, чтобы люди открыли глаза, поддержали Украину в их справедливой борьбе, в борьбе против оккупантов российских, чтобы сегодня люди поняли, какое зло исходит из Кремля. И, как я вначале говорил, вот сегодня Сейм Литвы заявил, что Россия – это террористическая страна. Вот представляете, да? У них мужества хватило вот это сказать, как есть, правду сказать. И мы очень благодарны этому. Ну, Ямадаев, Кадыров, о них я говорить, если честно, не хочу. Это то же самое. Это то же самое. Предатели чеченского народа, которые встали рядом с русскими оккупантами. Алмаз Жапарбеков, алейкум салам, брат. Рад снова видеть тебя. Что у тебя сзади, гранатомет, что ли? Что нового на передовой? Как там, братья? Алхамдулилlah, все хорошо. Все хорошо, настроение хорошее. Пока тишина. Ты спрашивал про это. Ну, это инструмент, надежный инструмент. Пит, Анзор, не считаешь ли ты наши народы, украинские, чеченские, очень схожими в борьбе за свободу? Упоминая 300-летнюю борьбу чеченцев и украинцев, поскольку украинцы тоже тот же период воюют за свою свободу. Ну, я об этом тоже говорю и сейчас повторюсь. Борьба украинского народа та же самая борьба и как борьба чеченского народа. То есть вы, мы, чеченцы, хотим гарантий безопасности для наших народов. И боремся против одного и того же врага, против России. Против России. Ну,
конкретнее сказать, против Кремля. Ичкерия лайф Свободное. Нет, это обложка ичкерийская, паспорта там не тот, не ичкерийский. Саруман, добро пожаловать. Исламе Абазуки. Исламе Амон 100 меню. У него вот здесь меню. Владимир, Владимир пишет: Анзор, не переживайте, после победы Украины начнется деоккупация Ичкерии. Первой страной, которая вас признает, будет Украина. И именно Украина станет гарантом безопасности Ичкерии, плюс оружие от Украины. Да, конечно, нам будет нужна ваша поддержка, начиная с сегодняшнего дня. Мы и сегодня нуждаемся в вашей поддержке тоже, потому что, как мы говорим, мы связаны и всегда были связаны, если так заглянуть в историю. Вот. Но я уверен, что Украина победит. Мы обязательно деоккупируем наши земли. Мы заберем свое. И это будет принадлежать не какому-то одному ушлепку, а всему чеченскому народу. Байсенгур чеченский, насчет моих встреч, скажем, с политиками, я, конечно, не хочу это озвучивать, имена и так далее, по некоторым причинам. Ислам Гумаду? Thank you. So, Ислам Войта, Сосяновичу, Ислам Войта. Цигону. Щелен гатуала, сайнегита. Кто-то спрашивал ислама тут. Оказывается, он действительно на другой базе уехал туда. Ахмед Махаури. Аллах рейсхуль саваш. Аллах рейсхуль. Улыбайся чаще на зло этим петухинцам, собакам Путина. Рейсхуль. Алмаз Джафарбек Анзор, расскажи, сколько территорий Украины под контролем рашистов сейчас и сколько жертв примерно со стороны оккупантов, особенно кадыровцев. Не знаешь? Среди кадыровцев много жертв. Это все скрывается их стороной, чтобы не было волнений со стороны чеченского народа. И запрещается проводить траурные мероприятия, похороны, вот что я знаю.
точно, конечно же, я не могу сказать конкретную цифру, сколько там этих пехотинцев было убито. Да, ну, что скажу, что это все на совести Кадырова, который послал их сюда воевать против украинцев, в страну, которая ничего плохого нам не делала никогда. Здесь воюет Россия и Украина. Россия – страна-агрессор, которая вторглась на территорию Украины. Да, там они пропагандируют такую вещь, якобы Россия воюет против Америки, там, против НАТО и так далее. Нет, если бы Россия и НАТО воевали бы, то было бы еще похлеще. Вы это прекрасно знаете. Да, Запад сегодня поддерживает Украину. Ну, к примеру, вот эти инструменты поставляет. И, конечно же, Украина это будет брать, чтобы наказывать армию России, то есть российских оккупантов, наказывать за то, что эти оккупанты делали на этой земле. За убийство мирных жителей, к примеру. У российской армии большие потери в технике, в живой силе. Там уже более 20 тысяч, насколько я помню цифру, более 20 тысяч российских оккупантов убито тут за этот период в этом году. Самолеты там более сотни, примерно так. Более сотни самолетов, представьте, сбиты. Танки, там БМП, БТР, тут на каждом шагу они чуть ли этими байрактарами, джавелинами, энлавами подбитые. И тем более сейчас сюда поступило другое оружие, получше, чем то, которое прислали эти страны. Вот такие дела. То есть потери огромные в России. Они сами в шоке. Так, Фархад Джабала. Машаллах всем нашим братьям. Салам алейкум. Хай Анзор Франоргия. Хай Урдан Горде. Kom till Ukraina. Jag hoppas allt är OK, inshallah, bror. Så, hvordan kan jag säga det? Vi vinner uansett, inshallah. Inshallah, bror. Империалист. Да я ничего не подбивал, я мирный житель. Вот так вот. Я ничего не делаю. Farhad Jabala, Anzor, vad kan jag hjälpa er i Ukraina? Vet du vad, jag tänker, det är bra hvis du ska kontakta mig och vi snackar om situationen. Jag menar, vad kan vi göra här eller där i Norge, så vi kan diskutera lite. Det är mycket att snacka om, du vet det. Анзор, добрый вечер. Что если так? Мордовский парень пишет. Анзор, добрый вечер. Что если свободным чеченцам, которые воюют сейчас на стороне Украины, объединиться с легионом «Свободная Россия» для того, чтобы бороться с путинским режимом? Мы сегодня готовы поддержать кого-либо, который будет бороться против этого террористического режима в Кремле. Ну,
также, что для нас очень важно, а что будет потом. После завершения этой войны, что мы будем делать дальше. Для нас очень важно, для чеченцев очень важно иметь сегодня надежного соседа. Нам нужны гарантии безопасности нашего народа. Мы не хотим, чтобы кто-то на нас нападал. С севера, запада, востока, без разницы. То есть мы смотрим в будущее и хотим строить это будущее. Мы не хотим, чтобы кому-то там взбрело в голову, вот надо напасть на чеченцев, они там такие-сякие, чтобы кто-то вешал на нас ярлыки и начинал войны какие-то. Вот за что мы боремся, за гарантии безопасности нашего народа. Поддерживать контакты, даже вместе воевать против этого режима, мы готовы, мы это делаем сегодня. Националист с Тернополя. В моем родном Хмельницком есть улица в честь Джахара Дудаева, то есть я сразу с украинского перевожу. Вы про это видео снимали. Да, я был в Хмельницке, сразу же поехал туда. В первую очередь посмотреть, побывать на этой улице. Я благодарю вас, украинцев, за то, что вы так относитесь к нашей борьбе против этого фашистского режима, что уважаете наших лидеров, которые отдали свои жизни ради нас всех, воюя против этого зла. Спасибо вам. Дякую. Вардас Паварде. Всем привет из Литвы. Лабас вакарас. Из Литвы пишет человек. Есть ли добровольцы из Казахстана, воюющих за Украину? Кажется, я слышал. Точно я сейчас сказать не могу, но кажется, я слышал, что есть Казахстан. Farhad Jabala Anzor trenger dere klær eller sko eller medisiner, bare si fra, bror. Jeg har Facebook-profil. Kan du kontakte meg så jeg kan si hva trenger vi har? Så vi kan snakke om det. Сколько танков я подбил, да? Когда я лично подобью, я тут уже вчера обещал, что на одной стороне напишу Бамут, а на другой стороне напишу Ичкерия. Придет этот день, иншаллах. Так, насчет привет, Фархата. Извинистан, валейкум салам, брат. Ну, я не знаю, телефон от меня недалеко стоит. Пытаюсь говорить погромче. Я старался тут найти микрофон, но никак его найти не могу. Со штекером C-Type. То есть такой мне нужен. Через интернет заказал. Поехал туда, а там вообще другой микрофон вообще не подошел. Вот. Был бы микрофон, то слышимость была хорошая. Джамлайл Нохчу, теперь я вижу твой комментарий. Прибавь свой звук на телефоне. Его четко слышно вроде. Вот, наверное, так, звук. Джамлайл, почему вы все в Европе не объединяетесь? Почему у вас нет одного союза? Почему? Да потому что,
я в последнее время заметил, что давно работаю над этой проблемой. Даже выезжал на места, общался с людьми, и я понял, в чем дело. Дело в том, что из-за 3-4 человек существует такая проблема, нет единства. И вокруг этих 3-4 человек находятся люди, которые тащат за ноги вниз других людей, которые проявляют какую-то активность. Вот почему такое происходит. Ну что, и в последнее время вы уже, наверное, сами стали замечать, что единство есть. Я, например, сам лично не хочу что-либо иметь с человеком, кто не делает, кто как бы какими-то действиями делит наше общество. Абсолютно ничего не хочу иметь с таким человеком. Вот. И поэтому я ищу тех людей, с кем можно иметь дело и с кем можно работать для достижения общих целей. Примерно вот так должно быть. Аслан said, Анзор, если есть возможность, расскажи подробно о выходе из Грозного в январе 2000 года. Очень хотелось бы послушать. Кто, по твоему мнению, дал приказ на отход? Ну, я тут выкладывал видео и много раз об этом говорил. Я знаю, что президент, наш лидер, Амир, был против этого, был очень недоволен этим шагом, что было выведено вот такое количество войск из Грозного. То есть это было неподчинение Амиру. И даже его лично слова я тут выкладывал. Вот. Про ошибки я не хотел бы сейчас говорить. Лучше давайте говорить о том, что можно делать сейчас и куда нужно стремиться. Дай Аллах, чтобы мы больше каких-либо ошибок там не совершали. Инс Борс Барзаев, валикум салам, брат. Анзор, как к вам попасть? Куда дес? Что делать, да? Ну, знаешь что, брат? Я сел в машину и приехал. Да, тебе просто, если ты хочешь сюда приехать, в первую очередь надо связаться с посольством той страны, посольством Украины в той стране, в которой ты проживаешь. То есть ты должен в первую очередь проверить законы там, страны, вот Украина, да, можно ли или нельзя. А также проверить законы в той стране, в которой ты проживаешь. Разрешено ли там ехать в качестве добровольца и так далее. То есть надо заранее продумать это, чтобы потом не оказаться в куче проблем. Монсто, ислам и макиз. Да, ислам, кайзо, так, я прокручу чуть-чуть, потому что мы уже более часа. Фархат алт арбраме дай, амемай, так, бруль. Tusen tack, bror. Tusen tack, alhamdulillah, allt är bra. Lillebror till muslim. Abu här mitt nummer, lillebroren till muslim, Farhad пишет.
Jeg er litt usikker hvilken muslim snakker du om. Kanskje det blir lettere hvis du finner meg på Facebook. Извини, Назор, почему Зеленский не признает Ичкерию, если Ельцин ведь признал, ну да, Ельцин словами и в документах признал, как бы так, президент Чеченскую Республику Ичкерия, а также признал, отправлял поздравительную телеграмму после выборов, когда Масхадов был избран президентом, то есть отправил поздравительную телеграмму, и там написано «Президент Чеченской Республики Ичкерия» и так далее. Да, конечно, сегодня во всем плане выигрышно было бы это признание Чеченской Республики Ичкерия и признать оккупацию России нашей территории, а также признание геноцида России над чеченским народом. Вот. И если бы не только Зеленский, там, не только Украина, а даже Литва, Латвия, Эстония и другие страны вот так широко признали бы вот эти действия, а также независимость нашей республики. Было бы хорошо. Тони, валиком сам от Черкеса. Черкес, брат, да. Я сейчас кое-что, наверное, покажу. Сегодня еле-еле нашел место, где распечатать фотографии. Я привез с собой там много фотографий, чтобы показать здесь на месте людям, с кем я встречаюсь. Например, сегодня я несколько встреч провел и там показывал. Вот такие фотографии показываю, что творили русские оккупанты на нашей земле. Ну, раньше я другие показывал, сегодня распечатал новые. Ну, вот эту, наверное, вы видели. Русский Вася, мародер. Это во время войны у нас против чеченцев. Сейчас это, наверное, показывал, нет. Это село Комсомольское, стертое с лица земли. Кстати, в основном били из буратин, из вакуумных вот этих огнеметов. Вот тут тоже русский Ваня, фашист, фотографируется на память. Подошли дом, вот именно в том селе это и произошло. Вот, ну, сделана эта фотография, которую я сейчас показывал, Комсомольская. Вот войска Путина, друзья Кадырова, братья Кадырова. Вот. Что они делали у нас. Вот надпись на стене. Мы раскатаем Чечню на дрова, написано здесь. Тоже путинцы, друзья Кадырова писали это. Вот там на БТРе флаг у них такой. Эта фотография сделана в Грозном во время Второй российско-чеченской войны. Фашисты. Вот, смотрите. Духи, мы пришли, как там написано, вешайтесь, духи, мы идем резать ваши тухлые уши. Пишут русские террористы. Ну, на дереве там написано. А вот как это происходило. Вот.
Это село Комсомольское. Вон, в руках у него берет, а на берете ухо. И вот поэтому после всего этого все, кто служит России, ну, скажу за чеченцев, все чеченцы, которые служат верой, правдой этой России, для нас, для чеченского народа, это предатели нашего народа, которые пошли служить вот этим фашистам. Это я даже не могу представить себе, как можно идти на службу тем, кто убивал твой народ. Вот кто резал уши, сжигал людей живьем, кто пытал, убивал, членил в концентрационных лагерях, к примеру, Чернокозов, ПАП-1, ПАП-2. Вот. Во время зачисток увозили молодежь, потом их, может, и не находили, или если находили, то в обезображенном состоянии. И сегодня находятся такие, которые пошли на службу этим мерзким существам. И появляется здесь, в Украине. Вот. Появляется здесь. В общем, для нас нет разницы, что этот предатель, будь он из нашего народа, что этот русский оккупант, который взял в руки оружие, пошел против чеченского народа или пошел он против украинского народа, для нас в них нет разницы. Я даже во время встреч с журналистами, с людьми здесь, вот это подчеркиваю, что нет такого определения чеченские войска, чеченские полки, чеченская милиция или даже кадыровцы. Все это вместе взятое, это российские оккупанты, российские военнослужащие. Вот. Это так называемая российская армия. Ну, я почему говорю так называемая? Потому что нормальная армия такие вещи не вытворяет. Вот такое мнение у нас, у здравомыслящих чеченцев, у чеченцев, которые не забыли свою историю, помнят эту историю и надеются, что в один прекрасный день наша земля будет деоккупирована. И позор тем подлецам, отщепенцам и всяким петухинцам, которые служат этим русским фашистам. Вот. Нет, Фредерик Золлер, это не Карл Густав, это НЛО. Да. Шали на связи. Ва алейкум ассалам. Я, наверное, уже скоро буду завершать. Подхожу к концу уже. Оздою Алла рейскую саваш, Алла рейскую. Вейвежешк маршалу Галай Махкар язвашу, ваш Алла рейскую. Han kommer veta vem som... Aha. Ibrahims, jag vet inte bror.
Так, я сейчас дочитаю ваши комментарии или вопросы тут, то и уже буду завершать. Так. Морган. Честно сказать, чеченцы должны в стороне оставаться. Это не наша война, а война между чужими. Нас очень мало и пора задуматься, иначе ничего от численности не останется. Знаешь что? Я считаю, что это шанс для нас, для чеченцев. Я абсолютно никого не призываю к войне, на войну, или там совершать какие-то убийства, или поднимать людей там, на революции. Нет, я этого делать не буду. Никто от этого, никто не услышит это от меня. Но я считаю, это шанс для всех. Для нас, для чеченцев, это наша война. И в том плане я уже много раз об этом сказал, и сегодня сказал, и еще раз повторюсь, что Украина сегодня воюет против России. Против той страны, которая стирала с лица земли населенные пункты на чеченской земле. Вот. Поэтому она наша война. Поэтому мы ее будем поддерживать всеми методами, способами. Я вспомнил, это было в те дни, когда уже эта война в этом году началась, в 2022. Выступая на митинге, это было в Осло, кажется. Я так и сказал, что чеченцы поддерживают украинцев и будут поддерживать, и мы готовы выехать туда, на место. И сказал, что у нас есть сегодня братья, которые стоят рядом с украинцами. То есть, как вы видите, я сейчас в Украине. Тут есть наши братья, которые будут воевать до конца против этих российских варваров. Анзор, вы долго будете там? Не встретились с кадыровцами? Никто не знает, сколько я буду и буду ли вообще. Никто этого не знает. Я даже не знаю, что будет через 1 минуту или 10 минут. Все зависит от Всевышнего. Чтобы добраться до кадыровцев, то мне надо бить все российские войска, которые перед ними стоят, потом уже добираться до них. Вот такие дела. Саля Хамижиева отправили. Да, я тоже что-то слышал такое. А почему Ханбиева не отправили, а? Он же такой боевик был, супер боевик. Меня этот вопрос интересует. А почему? Почему, например, Кадыров не приехал на войну? Его же там все боялись, как он это сам говорил. Почему их тут нет? К примеру, Кадыров, как он сказал, при его виде 1500 бойцов разбежались, как он там фантазировал. Я как понял, это существо просто сейчас от своего бешенства
просто сидит, кажется, на таблетках. Вот я замечаю вот его состояние, его речь, абсолютно не связанная, вот, прыгающая, такая дергающаяся. Кажется, он на таблетках сидит. Но я вернусь к тому, почему Хамбиева тут нет? Ну, уже, его же так представляли, целого министра обороны, там, Ичкерии, сдался и так далее и тому подобное, хотя так это было все раздуто. И на самом деле он не такой вояка был. И особо больших там достижений у него нету. Вот. Его надо отправлять. Где его слова там о героизме, мужестве, о войне, об участии в войне. А не Сала Хамижиева надо. Надо там какой-то колдун. Хубар. Да, молодцы, абсолютно. İslam güçüm seviyor. Kısam seviyor İslam. Seviyor. Почему так или? Tabii canım. Kızım mı? Ha, bildim. Так. Доцдича, ну, в общем, я сейчас заканчиваю. Быстро дочитаю. То, что успею, я постараюсь ответить. Анзор, расскажи про наш противотанковое, противоверхное ружье Мубарик. Ну да, ружья делали из крупнокалиберного, вот, как это, ну это в начале войны его не было, это лишь потом делали. Ну даже, скажем, вырезали пушку БМП-1, вот, и из него гранатомет делали. Сзади вставляется снаряд, ракета, и стреляли из этого. Ну, это было у нас самое мощное оружие такое. И, как ты сказал, Мубарак тоже крупнокалиберными патронами стреляет, одиночными. Сабина, так, да, я общаюсь с семьей Джахара Дудаева. Общаюсь. Так, ладно. Сейчас я пойду на английском тут. Anzor, really, there are many Chechens want to fight against Russia in Ukraine. What can you suggest? You know, brother, I will not call anyone to come here to Ukraine to fight against the Russian occupants. I will never do it. If anyone want to come here and to fight against Russia, they can do it. So I will not. I don't want to help them to do that. If I mean, you must have your own decision if you want or not. I mean, so suggestions. It's hard and difficult to say, you know. Так, ладно, я завершаю. И, ну, иншаллах, скоро увидимся. Все будет хорошо. Передайте своему Путину, что в горах Чечни еще горят костры. Да. Дигду Аллах, рейсхуй масана. Ну, всех благодарю. Увидимся, иншаллах. Все будет хорошо. Аллах, рейсхуй масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Маша.